Она вот так вот укусила, ну вот след остался. Следы собачьих зубов на ноге зажили, но зато свежи впечатления. 11-летний Рафаэль в деталях рассказывает, как его укусила большая черная дворняга. Она побежала за мной, она без ошейника была, за мной побежала и укусила. Чуть-чуть кровь текла, ну так нормально было, но ходить сложно было. Стая бездомных собак в этом районе на Уфимском шоссе промышляет уже около года, рассказывают местные жители. Очередное ЧП попало в объектив камеры наблюдения. Агрессивная свора нападает на ребенка прямо на детской площадке. Там было 3 или 4 собаки, они напали и покусали мальчика. Мне потом кровь текла из носа. Еще более жуткое видео этой осенью очевидцы сняли в городе Агидели. Маленькая девочка в ужасе кричит. В сантиметре от ее лица пасть собаки, которая, кажется, вот-вот укусит. Настя, лежи, тихо, тихо. Не кричи, не кричи. Пес агрессивно рычит и не подпускает взрослых, но, к счастью, в какой-то момент ребенка все же удается освободить из звериного плена. В этом году полностью вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. И многие ждали, что бездомных собак на улицах станет меньше. Ведь бюджетные деньги на отлов получили сразу несколько организаций по всей республике. Открылись специальные пункты для содержания собак. Но сообщения о нападениях на детей и домашних животных продолжают поступать со всех районов. А заявки местных жителей на отлов игнорируются месяцами. Видите, мы уже побежали. Не отлавливают, нет, никто не приходит. Вот 0 эмоций, просто. Как будто так и должно быть. Эта стая собак нашла коробочку с котятами, кошка родила котят, и они всех этих котят разодрали и ходили вот по улицам с этими трупиками. Хотелось бы, чтобы решили эту проблему. На самом деле очень страшно. Вместе с лаем из пасти клубы пара. Холод собачий в буквальном смысле. Грязные лужи, горы фекалий и жуткий запах. Собаки сбились в кучи, чтобы хоть как-то согреться, ведь в клетках ни грамма соломы. Многие уже не встают и ни на что не реагируют. У животных нет даже воды. Такая собачья колония строгого режима. Вот только большинство из этих узников ни в чем не виноваты. Они никого не кусали, но все равно отбывают свой срок здесь. В пункте временного содержания под названием «Рекс». В этой клетке, например, на нескольких квадратных метрах мы насчитали 14 собак. Им холодно, мерзнут. У вас тут отопление-то будет, нет? Ну, сами здесь можно, видите, как Прям дрожат вон. они еще дрожат, они еще боятся, некоторые кидаются. Вон же здоровые какие лежат, птицы-то. Частная компания «Рекс» выиграла тендер на отлов животных в Уфе на сумму более 8,5 миллионов рублей, а также заключила контракты еще в 11 районах республики. Я не скрываю и в открытую вам на камеру говорю, что да, есть здесь нарушения. Они есть. Но пойти и вам показать все на камеру, чтобы вы это все вынесли на телевизор, ну зачем? Это директор организации Мурат Бирубжанов поясняет, в его задачи входит отловить бездомных собак, привить их от бешенства, простерилизовать, поставить идентифицирующую бирку на ухо и выпустить обратно, если животное не агрессивно. Средства на это выделяются из бюджета. Все позиции четко прописаны в постановлении правительства республики. В общей сложности за каждую отловленную собаку ООО «Рекс» получает более 5000 рублей. Но денег все равно не хватает, говорит директор. По некоторым позициям из этого постановления денег критически не хватает. Пункт временного содержания или приют, как его теперь требует называть закон, находится в Бирском районе. Предприниматель подчеркивает, для него это бизнес. Он арендовал заброшенное промышленное здание без окон и коммуникаций и начал привозить сюда отловленных животных. Вот только необходимые условия, прописанные в том же постановлении правительства, создать не успел. Хотя обязан был это сделать, заявляясь на торги, говорят в управлении ветеринарии. На участие в тендерах, в закупках, они уже должны заявляться с имеющейся, так скажем, помещением, которое подлежит для содержания безнадзорных животных. То есть, соответственно, если такого помещения нет, уже фактически те, кто объявляют этот конкурс, должны, соответственно, прописывать это в тех заданиях, чтобы такие участники не проходили по конкурсу. А это видео буквально шокировало интернет-сообщество. Собаку с желтой биркой на ухе и незажившим швом после стерилизации нашли в лесу. В животе кишат опарыши. Животное медленно и мучительно умирает. Ой, мама мия, у нее действительно вон кишат. Ужас. Неужели все сразу нельзя было сделать все стерильно? Бедная собака только мучается.
Директор Рекса, между тем, уверяет, что собака была выпущена не из его приюта. Впрочем, на странице организации в соцсетях можно найти и другие весьма странные кадры. Вот, например, обратно в среду обитания выпускают собак, которые едва стоят на ногах. Ну, ты сейчас развалишься еще. Мы спросили директора о том, в каких условиях проводится стерилизация животных, учитывая, что в остальных помещениях приюта антисанитария. Но он не позволил снимать веткабинет. Я могу вам показать, но не на камеру. Почему? Скажем так, потому что она сейчас как бы в процессе ремонта. Ну вы же проводите операции там. Проводим. Ну а почему тогда нельзя показать? Это же реальность. Потому что люди на это будут по-разному реагировать. Не публиковать это видео просили нас и некоторые зоозащитники, которые приезжают сюда кормить собак за свой счет. И поначалу мы не могли понять, почему. Но после телефонного звонка директора все стало на свои места. Волонтерам просто угрожают тем, что больше не пустят сюда, если они будут рассказывать правду. И зоозащитники боятся, что без них животные погибнут. Благодаря вам в этот приют больше не попадет никто на протяжении месяца. То, что вы там какие-то ограничения ставите, это ваше личное решение. Вы там лезли, знаете, как бы в без мыла. Я думаю, что мы с вами еще увидимся. И это тоже нарушение федерального закона, который обязывает владельцев приютов не ограничивать волонтеров и простых граждан в посещении животных. Так как к ним сейчас относятся, это издевательство на самом деле. Деньги, которые мы отдаем за налоги, они все равно идут. И тот, кто выигрывает тендер, он должен хотя бы содержать ПВС в нормальном виде. Для меня это правда трэш. Этой историей уже занялась прокуратура. В ходе проверки на месте был выявлен целый список нарушений. Выявлено нарушение ветеринарных норм и правил в части содержания животных в вольерах, в части доступа животных к питьевой воде, нарушение в части заполнения, ведения и учета документации поступающих животных. В настоящее время проверка продолжается. А эти снимки мертвых животных волонтеры сделали в другом пункте, уже муниципальном, в Уфимском районе. Если не соблюдать санитарные нормы, в подобных местах молниеносно развиваются инфекции, чумка и энтерит, и животные погибают десятками. Натуральный концлагерь для собак, здоровые собаки, которых туда привозят, они в результате потом заболевают какой-то инфекцией. Один раз ветеринар волонтерам проговорился, что это чумка, и они погибают. То есть собак, которых туда привозят, они, по сути, обречены на смерть? Обречены на смерть. Прямо между вольерами мусорная свалка. На корм собакам доставляют отходы из тюрьмы. В этих баках квашеная капуста и протухшая рыба. Нормальные продукты животным привозят волонтеры. Работники приюта и здесь пытаются запретить снимать. Ну почему нельзя снимать? Вот объясните. Беременную собаку на последних месяцах помещают в общий вольер. Это они делать не имели права. Она родила, и щенков просто там передавили. И они лежали мертвыми, она в стрессе, в шоке. Пожалуй, единственный плюс – сравнительно достойный веткабинет, где стерилизуют животных. Это стол для кастрации, это холодильник, это духовая, это все дезинфицирует, включаем. Ножницы. Волонтеры убеждены, что на те деньги, которые сейчас получают эти пункты, вполне возможно содержать животных в достойных условиях. Я знаю, что у волонтеров есть частные приюты. Там не сотни собак, конечно, но и где-то там по 50, по 60 содержится. И уходят туда далеко не миллионы. То есть это вполне реально содержать приют достойно, где там хорошие, теплые будки, всегда там солома, собаки в отличном состоянии, привиты, кастрированы. Почему не получается такое сделать в ПВС, я не знаю даже. Сегодня в республике действуют 3 частных и 8 муниципальных приютов. На очереди строительство большого государственного приюта на 500 животных в поселке Новые Черкасы. Предусмотрено строительство таких объектов, как административное здание, здание самого приюта, открытых вольеров, площадок для выгула животных. И, конечно, будут подведены все необходимые коммуникации. Между тем, зоозащитники считают, что закон об ответственном обращении с животными во многом недоработан. В первую очередь необходима идентификация домашних животных и штрафы для безответственных владельцев, из-за которых как раз и пополняются ряды бездомных собак. Государство должно в обязательном порядке чипировать каждое домашнее животное. Бесплатно. Они также могут и по домам пройтись к горветстанции и прочипировать всех собак. И зато уже каждая сбежавшая собака уже будет известно, кто хозяин. И штрафовать уже. С этим согласны и в управлении ветеринарии, и в Курултае республики.
Захотел ребенок котенка или собачку завести, купили ему родители это животное, он уже должен быть зачипированным, у него должен быть паспорт. И мы точно знаем, когда этим родителям это животное, не дай бог, надоест, они выкидывают его на улицу, вот тогда уже наступает ответственность. Именно на основании идентификации. Вот о чем речь идет. Поэтому пока мы этого результата не добьемся, вот эта безнадзорная армия животных, она будет бесконечно вырастать на наших глазах. По-прежнему не работает и уголовная статья о жестоком обращении с животными, уверены зоозащитники. То, что, например, случилось в поселке Шмидтово под Уфой, просто не укладывается в голове. Сначала у собаки отрезали голову, потом они уже у собаки начали в животе ковыряться, там кишки доставать. Любимца детворы 8-месячного щенка по кличке Белый прямо с детской площадки утащил местные жители. По словам очевидцев, жестоко разделался с животным. Живодера не смутили даже десятки свидетелей. Как рассказали дети, собаку он принес вот на эту мусорку, которая находится буквально в нескольких метрах от детской площадки. И примерно здесь убил и расчленил животное. Позднее здесь обнаружили лужу крови, фрагмент шерсти собаки и кусок картона, на котором он совершал все это прямо посреди белого дня. Вот, еще на картонке кровь. А еще вот здесь, да, смотри. Трофима Ваганова называют соучастником этого зверства. По словам местных жителей, именно он вынес нож, а расправился с животным его сосед по общежитию. Вот он пишет объяснение на капоте автомобиля. Я присутствовал то, что отсюда утаскивали собаку. Но в этот раз вы ее утащили и что сделали? Я утащил никого, я не резал, все, отстаньте от меня. А он вынес нож? Да. Он нож так получается, да, но он не резал. Все, что осталось от щенка, было собрано в качестве улик и передано полиции, рассказывает местная жительница Наталья Соколова. Но уголовное дело все еще не возбуждено. Они сейчас по факту до сих пор гуляют на свободе. И ничего им за это так и не было. У нас уже прошло 2,5 месяца, дело стоит на месте. Мы помогли собственноручно собрать эти улики и заявления от свидетелей, и плюс родители писали этих детей. Тишина. Пес по кличке Тайсон – еще одна жертва человеческой жестокости. Со стрелой от арбалета в спине его подобрали на дороге. Кто-то, по сути, охотился на собаку. Муж остановился, потому что увидел, что у него в спине что-то торчит. В ветклинике его сразу прооперировали, стрелу достали. Он у нас вообще самый преданный. Мне иногда просто кажется, что вот в нем как будто душа человека. Он вот ему прям говоришь, он вот все понимает. В этом же доме живет и кот Буч с пулей от огнестрельного оружия в ноге. Алина Джад – волонтер. С мужем они воспитывают 2 детей, а еще помогают животным, от которых отказались люди. Сегодня в приюте они увидели Алабая, истощенного до полусмерти. Глава семьи решает забрать пса домой. Эмоции переполняют всех. Тигра, идем. Ну что ты стоишь? Пошли. Пятиклассница Лиза теперь сама заботится о питомце, который, несмотря на худобу, весит больше, чем она сама. С удивительной благодарностью пес отзывается на ласку девочки. За суровой внешностью оказалась добрая и безобидная собачья душа. Он мне очень нравится. Он очень отзывчивый, дружелюбный. Он, мне кажется, не будет кусаться. Мы его спасли. Как и ее родители, Лиза верит, что когда-нибудь животные исчезнут с улицы, а каждая собака обретет свой дом. И даже если это будет приют, он не должен стать для них адом. Ведь животные способны научить нас, людей, настоящей преданности. И как дети, готовы любить и прощать просто так.